Местечко Емваль, трасса Сыктывкар-Ухта. Здесь дежурили 10 сотрудников ГИБДД. Инспекторы организовали своеобразный коридор, огородив одну из полос конусами. В него помещалось сразу 7 машин. Пока инспекторы ДПС проверяли документы водителей, остановленные транспортные средства обследовал кинолог со специально обученной овчаркой. Собачка, кличка Жулик, 1,5 года. Недавно приехали с учебы, с Егорьевска. Обучена на задержание, следовую работу, область местности, помещения. Но в основном это задержание для особо опасных преступников. Белые «Жигули», в салоне которых ехало 4 молодых людей, привлекли внимание не только полицейских, но и служебного пса. Четвероногий сыщик уселся прямо позади автомобиля. Однако запрещенных предметов при досмотре багажника полицейские так и не нашли. Я на чем должна ехать? Что мне показывают? Что камеру? Ну что за камеру показывают? Да я на чем должна домой-то ехать? Интересно, что ли? Пешком должна ехать? У этого водителя такси отсутствовал полис ОСАГО. Для составления протокола мужчину пригласили в патрульный автомобиль. А вот его огорченной клиентке пришлось добираться домой уже на попутках. Через несколько минут сотрудники ГИБДД остановили еще одного нарушителя. Он перевозил в салоне грудничка без автолюльки. Теперь ему придется платить штраф в 3000 рублей. Была остановлена автомашина, на заднем сидении которой находилась женщина, которая на руках держала грудного ребенка. Причем она была пристегнута штатным ремнем безопасности вместе с ребенком. Такие действия могут привести к тому, что любое торможение может привести к тому, что ребенок может получить телесные повреждения. В 2 часа ночи на другом конце города, в местечке Лесозавод, патруль ДПС заметил спортивный мотоцикл, который двигался со скоростью 140 км в час, да еще и без госномеров. Начал скрываться, выезжая неоднократно, пересекая сплошную линию разметки, выезжая на встречную полосу движения, проезжая перекрестки в городе на красный сигнал светофора, после чего выехал на федеральную трассу Чебоксары, город Сыктывкар, был остановлен. При остановке водитель транспортного средства пояснил сразу, что скрывался из-за того, что он лишен водительских удостоверений всех категорий. За время погони инспекторы зафиксировали более 30 нарушений ПДД. Кроме назначенных штрафов, байкеру значительно увеличили срок лишения водительских прав и на 15 суток отправили в спецприемник. Впрочем, больше всего нарушителя огорчало предстоящее расставание с любимой девушкой, с которой он катался в тот вечер. У тебя мера пресечения арест. Я понимаю. Нет, все. Я выйду с ней, попрощаюсь, и все, я ее еще не увижу 15 дней. Ребят, 1 минута. Так подожди, а кто-то кашу заварил? Я понимаю, что я кашу заварил. Ну все, сиди туда спокойно, прощайся. После составления протокола гонщика отправили в спецприемник, а его мотоцикл отвезли на штрафстоянку. Оказалось, нарушитель без спроса взял железного коня у приятеля, который сейчас за пределами республики. Не исключено, что, узнав о ночных гонках, владелец обратится в полицию с заявлением об угоне.